Культурный человек – это человек, ориентированный на высокие нравственные ценности, стремящийся питать душу возвышенным и прекрасным. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире национального канала вас приветствует программа «Культура». В студии Лиза Барахоева. Смотрите сегодня в выпуске. Государственный колледж искусств города Сунжа как стартовая площадка для талантливой молодежи. Символ солнца и огня. В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открыта уникальная выставка, приуроченная к столетию со дня основания ингушской государственности. Над моей головой только небо. Под таким названием открылась выставка в Московском парламентском центре. Экспозиция также посвящена столетию образования Республики Ингушетия. Символ солнца и огня. Под таким красивым названием в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открыта уникальная выставка, приуроченная к столетию со дня основания ингушской государственности. На выставке представлены котлы, посуда, цепи и другие предметы быта ингушского народа. Каждый экспонат музея несет в себе тепло очага наших предков и переносит в ту эпоху, когда в суровых условиях реальности они находили тысячу причин, чтобы радоваться жизни и идти навстречу новому дню и новым достижениям. Эти предметы пропитаны духом народа, который остался сильным и добрым, несмотря ни на что. Главный хранитель музея Зарета Мистоева провела экскурсию для нашей съемочной группы и подробно поведала о каждом экспонате. Мы находимся в зале археологии, и здесь представлены предметы, которые подходят под нашу выставку. Это солнце и огонь в быту, то есть бытовой утвари, как они отражались. А мы знаем, что и огонь, и солнце – это символы, может быть, во всех народностях, это жизнеутверждающие такие символы, которые помогают человеку жить, прожить. От солнца зависит наличие урожая. Огонь нужен человеку, чтобы он мог себя согреть и приготовить пищу. И мы знаем, что наша столица Ингушетии, город Магас, тоже как город солнца можно перевести. То есть все символично. Все вещи, которые были в быту, в обиходе, будь то застежка, зеркала, например, наш знак, гербовые какие-то символы, тоже, или крест, например, трилистник, четырехглавый крест. Это все символы солнца, которые говорят о вечном движении и вечной жизни, может быть. И вот у нас в выставке представлены такие элементы, которые сопровождались огнем. Это очажная цепь, очажный котел, очажные стенки, которые, например, рогатая очажная стенка, которая была найдена во время строительства города Магас, она относится ко второму тысячелетию до нашей эры. На ней изображены, опять же, круги, спирали. Тоже это вот символика вечного движения, можно сказать. Такие очажные стенки, и здесь в витрине мы видим с такой пальчатой рисунком, давлениями, тоже это фрагмент очажной стенки, которой жилище ограждался огонь от жилища. Такой элемент, как у ингушей очажная цепь, это вообще была такая судьбоносная, можно сказать, элемент обихода ингушей, которые на очажной цепи клялись. Кровник, пробравшись к очажной цепи, дотронувшись до цепи, ему прощалась кровная месть. То есть это вот такие очень сильные символы, которые сохранялись. Или если, например, человека за какие-то прегрешения нужно было изгнать из селения, могли прийти потушить огонь или сорвать цепь. И даже если цепь сама срывалась, из этого жилища уходили и говорили, что оборвалась цепь поколений. То есть все то, что связано было с огнем, и солнцем, и с этой же очажной цепью, у нас как символ нерушимости той цепи, которую, например, то есть или почтение своих предков, все это соприкасалось с этой цепью. И даже по-ингушски «ц». «Ц» – это огонь.
Ц – это имя. Тянда, тяннан – огонь, хозяин огня, хозяйка огня. То есть вот символы идут. Ц – кровь, ц – имя, ца – дом. То есть все вот это вот тоже символично, то, что человека может быть сакральное, то, что собирало его в одном месте, и вот жизнеутверждающее какое-то вот такое начало. У нас в фондах музея представлены различные котлы, и бронзовые котлы, и уже более позднего периода, там, где бронза и железо совмещенные. То есть, опять же, не только цепь, но и котел, он тоже считался священным. Были в древности большие родовые котлы, в которые можно было сварить целого барана. Они у нас сохранялись вплоть до нашего выселения, такие котлы. А на них изображались какие-то символы, опять же, те же кресты, которые символизировали, не как мы говорим, что это эпитет христианства, то есть любой крест – это был символ солнца. Ну, как я сказала, у нас и вот жаровня, например, тоже соприкасалась с огнем. Опять же, она была найдена, когда строился город Магас, и датируется, опять же, тоже вторым тысячелетием до нашей эры. То есть при строительстве Магаса нам показали, что там были и более древние захоронения, и захоронения эпохи бронзы, и захоронение гунского периода, потому что у нас вот на картинке есть изображение броши, которая была найдена в городе Магас. Опять же, это диск из золота, как символ солнца идет. И он уже датируется эпохой где-то 4-5 век. Это эпоха гуннов, нашествие гуннов на эту территорию была. То есть каждая эпоха имела свои какие-то отличительные особенности. Экскурсоводы музея расскажут об этих и других экспонатах, отражающих историю и культуру ингушского народа. Как подчеркивает директор музея Магомед Сагов, особое место в экспозиции занимает серебряный орел Эрзи, который, образно говоря, прилетел к нам из северной столицы. Этот бронзовый орел, подлинник, находится сегодня в мировой сокровищнице Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Мы это давно знали и мечтали, чтобы его передали в наш музей краеведения. Но получилось так, что к 20-летию республики мы обратились к главе нашей республики, чтобы он обратился к руководству Эрмитажа Михаилу Борисовичу Петровскому, чтобы передали нам этот экспонат. На что было отвечено, что вот подлинники из музея в музей сегодня нецелесообразно передавать, так как начнется цепная реакция из музея в музей передавать различные экспонаты. А таких аналогов очень много. Поэтому по просьбе нашего главы была изготовлена точная копия этого бронзового орла. Немножко из истории этого орла. Дело в том, что мы в преддверии, когда мы отмечаем столетие ингушской государственности, и когда была образована Ингушская автономная область, в 1924 году в городе Владикавказе у нас был музей краеведения, и этот музей краеведения, этот орел приобрел в нашем горном селении Эрзи у семьи Мамиловых. Как мы знаем, орел передавался из рода в род, когда этот орел приобретался музеем, он находился по нашим источникам в семье Мамиловых. Этот орел приобрели и находился все время в Ингушской автономной области, в городе Владикавказе, в музее краеведения. Когда произошло объединение двух республик, Чечни и Ингушетии, этот орел в 1936 году был передан в Чечено-Ингушский объединенный музей, где он находился до 1939 года, когда Борис Петровский, это отец нынешнего директора Эрмитажа Михаила, и этот орел был увезен в Санкт-Петербург в Эрмитаж.
Этот орел был изготовлен в 189 году по хиджре, в 793 году по григорианскому летоисчислению, по христианскому. И написано святые слова на шейке этого орла. На груди находится, как мы видим, восьмиугольная звездочка и много святых аятов. Во время нахождения халифата этот орел, как нам объяснили, он был распространен по мере того, как распространялся ислам. Ну а сегодня он записан как водолей, как курильница, что не соответствует действительности по нашим источникам, так как святые слова на водолее или курильнице не могли быть записаны. Но более правдивую информацию об этом орле по его исследованиям нам рассказал ныне покойный наш соотечественник Дауд Оздоев. Он сказал, что все-таки он являлся штандартом ингушского народа, на что было обращено внимание нашими исследователями и учеными, и главой был издан указ о составлении справки в том, что он был все-таки штандартом нашего народа. Напоминаем, что выставка «Символ солнца и огня» продлится до 30 июля текущего года, так что у вас есть прекрасная возможность ее посетить. Лето – это не только яркие каникулы и долгожданный отдых, но и время, когда надо определиться с выбором профессионального пути. Актерское мастерство, искусство танца, вокал, инструментальное исполнительство – все эти направления предлагает Государственный колледж искусств нашего региона. Мы пригласили к нам в студию заслуженного деятеля искусств Республики Ингушетия, педагога колледжа Айну Ильясову. Здравствуйте, Айна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее о каждом из направлений. Прежде чем перейти к направлениям, я хотела бы сделать небольшой экскурс по истории колледжа. Колледж успешно работает уже 27 лет. На протяжении этих лет обучены очень много студентов по различным специальностям исполнительским. Всего 203 выпускника. Все они трудоустроены, все они работают как в республике, так и за пределами республики, в наших учреждениях, в филармонии, в колледже, в государственном ансамбле народного танца, в детских художественных и музыкальных школах. Я хочу сказать, что коллектив колледжа очень сплоченный, коллектив как педагогический, так и студенческий. В колледже проходит очень много творческих мероприятий. Помимо учебного процесса налажена творческая работа со студентами. Это различного рода лекции, концерты, мини-спектакли, выезды обязательно в концертные организации близлежащих республик, в частности, на филармонические концерты Мариинского театра в город Владикавказ выезжают очень часто наши студенты с преподавателями. В Грозном бывают на концертах академической музыки. Это очень накладывает большой отпечаток на их духовное развитие, на их восприятие вообще музыкального мира и их вплетение в культурную жизнь не только нашей республики, но и в целом в культурное сообщество российское, которое внесет в себе всю красоту музыкального образования, музыкального искусства. В колледже успешно функционирует, как вы сказали, 4 отделения. Это исполнительское отделение по различным видам инструментов. Это фортепиано, аккордеон, национальная гармошка, гитара, домра, балалайка, фортепианное отделение, вокальное отделение, хореографическое и актерское. В частности, что касается хореографического отделения, сюда поступают абитуриенты на базе 7 классов. Обучаются 4 года, 10 месяцев. Они получают общее образование среднее и свою профессиональную подготовку. Насколько я помню, преподает там выпускница этого колледжа. Да, наши выпускники
в дальнейшем поступают в высшие музыкальные учебные заведения, в частности в Краснодарский университет культуры и Северокавказский. У вас есть какая-то договоренность с вузами? Договоренности как таковой нет, но на протяжении многих лет уже практикуется практика, да? сотрудничество нашего руководства, преподавательского состава с вузами Краснодара и Кабардино-Балкарии. В частности, это Северокавказский институт искусств. Он и является и куратором, и наставником колледжа искусств, проректор Мусабек Ахмедагаев. Он является постоянным председателем квалификационной комиссии государственной, принимает государственные экзамены наши. Приезжают они с мастер-классами, оказывают всяческую помощь в подготовке, в дальнейшей ориентации наших выпускников. В частности, руководитель хореографического отделения, это Нальгиева Диана, она выпускница нашего колледжа, окончила Северокавказский институт искусств с отличием и вернулась в родную республику, преподает у нас на отделении. Ну, видимо, ей было очень хорошо, раз она вернулась. Да, ей своя профессия, да, она не случайный человек в своей профессии, это выбор души как бы был. И на протяжении всех лет обучения в этом институте отзывы были очень хорошие. Ну и, соответственно, результат с отличием. Вы подчеркнули то, что в колледже есть такая особая, теплая, можно даже сказать, семейно-дружеская атмосфера. Я как-то выезжала, снимала, и я действительно убедилась в том, что там такая, в хорошем смысле, неформальная атмосфера, я бы сказала. И мне кажется, это всегда больше раскрепощает и всегда больше располагает к процессу обучения, нежели это было бы как-то очень в каких-то таких жестких рамках. И чувствовалась такая вот свобода творческая, но в то же время это все регулируется. Как вы к этому пришли? Ну, мы пришли к этому следующим образом. Дети, которые поступают к нам, как я сказала, они не подготовлены. Поэтому если ставить их в жесткие рамки академического образования, требовать от них больше, чем они могут, да, ну, как-то по административному относиться, я думаю, это создаст какие-то негативные эмоции у детей, поэтому мы стараемся все постепенно. И учебный процесс, и творческий процесс, и, как я сказала, еженедельные классные часы проходят. На этих классных часах идет общение, неформальное общение педагога со своими студентами. Там они обговаривают, так как это молодежь, у них свои взгляды, свои видения. Точку зрения да, каждый может выразить. Да, совершенно верно, абсолютно объективно относимся к каждому студенту, каждому его мнению. Вот, поэтому в дальнейшем мы обсуждаем, выносим какие-то свои предложения, опять обсуждаем с нашими студентами и вот таким образом выезжаем, посещаем различные мероприятия. В частности, зимой в Домбай отвезли детей, там они увидели, там летом в Сочи были. Вот, на различные эти концерты дети впервые видят оперный театр. Они понимают, как там нужно себя вести, что это вообще из себя представляет. Это совершенно другой мир для них открывается, поэтому все это делается с любовью к ним и вот с персональным отношением, как вот взращиваешь любимый цветок. Вот так вот с каждым студентом происходит. Руководителем актерского отделения у нас является Ахкильгова Фатима. Все мы ее знаем по театру. Современник Русскому музыкально-драматическому театру, ныне она актриса драматического театра и преподаватель актерского мастерства. Хотелось бы отметить, что студенты, обучаясь уже в колледже на 3-м, на 4-м курсах, они уже пробуют себя в качестве актеров, актрис на площадках наших театральных коллективов. По окончании курса проходят они 3-недельную практику, а затем уже распределяются наши театры. В нашей республике открывается очень много домов культуры, у нас есть инфраструктура культурная, поэтому
те, кто думает, что останутся без работы, да, Они не будут, да, они ошибаются, то есть, они все востребованы. Вот. Поэтому на вокальном отделении учатся девочки, молодые, талантливые девочки. Они уже на первом курсе принимали участие в фестивале, который проходил в городе Грозном. В всероссийском фестивале у нас участвовали студенты, заняли призовые места тоже. Несмотря на то, что колледж – это среднее звено, куда поступают дети, подготовленные, имеющие музыкальное образование, так как… Определенную базу. Да, так как, да, небольшая сносочка, музыкальное образование имеет 3 ступени подготовки, то есть музыкальная школа, колледж и высшее музыкальное учебное заведение. Но так как у нас всего 5 музыкальных школ, и не всегда они могут направить того или иного выпускника школы обучаться в колледж, поэтому мы проводим такую работу разъяснительную, агитационную, проводя различные мероприятия по школам, по колледжам, предлагаем им поступать, не имея образования. Ну, в частности, на вокальное, об этом, да, я хотела на вокальное можно поступать без образования, да, но трудности на исполнительских факультетах, потому что это изначально элементарное знание нотной грамоты. Но все зависит от желания, мне кажется. Если у ребенка горят Совершенно. глаза, он хочет, болеет этим, то, мне кажется, Да. он наверстает. Это, конечно же, Элиза, это очень сложно, но наши преподаватели, они, ну, я не знаю, как их назвать, они самоотверженно трудятся, если Идут надо, и навстречу. 24 часа, да, готовы заниматься с этим ребенком, и занимались, и занимаются, и подготавливают этих детей. И они поступают в высшие учебные заведения. Это очень дорогого стоит, потому что это большой труд, великий труд педагога и его самоотверженность. Ну и, естественно, большое желание самого студента. Для тех, кто нас смотрит, пошагово объясните, что необходимо сделать для того, чтобы к вам поступить. К нам нужно определиться сначала со выбором, специальностью, ну, да, на какую он хочет. Если на хореографическое отделение, соответственно, на базе 7 классов, так как обучение 4 года, 10 месяцев. Мгм. На все остальные специальности, исполнительский факультет, актерский факультет, народное отделение поступают на базе 9-11 классов. Срок обучения 3 года, 10 месяцев. Вне зависимости от того, после 9 классов ты пришел Да, или после вне 11? зависимости от того, да. Срок обучения одинаковый. Да, 3 года, 10 месяцев. Прием документов с сегодняшнего дня, с 20 июня по 10 августа. Мы ждем всех. Приходите. Было бы Будем желание, рады. ну а вы всегда поможете. Да, обязательно. Будем ждать с радостью. Ну а мы пожелаем нашим абитуриентам успехов и, самое главное, не ошибиться в выборе профессионального пути. Ведь, как говорится, если найти любимое дело и сделать его своей профессией, то вам не придется работать ни одного дня. Ну а нас в студии была заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Айна Ильясова. В Центре культурного развития города Магаз состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса на создание лучшей песенной композиции, посвященной столетию со дня образования ингушской государственности. Перед началом награждения к присутствующим с приветственным словом обратилась заместитель министра культуры Республики Ингушетия Мака Куртоева. Она поблагодарила участников за инициативу и желание участвовать в подобных конкурсах, пожелала им удачи. Первое место присуждено песенной композиции «Заман Бейрах», автор стихов Микаил Сапролиев, автор музыки Марина Индиева. Второе место присуждено песенной композиции «Тханана Галгайчи», стихи Лемка Султыгова, музыка Татархан Мальсагов. И третье место присуждено песенной композиции «Жемчужина моя Ингушетия», стихи Руслан Губатов, музыка Александр Середа. Над моей головой только небо. Под таким названием открылась выставка в Московском парламентском центре. Экспозиция посвящена столетию со дня образования Республики Ингушетия. На выставке представлены работы известных ингушских художников Вахи Бештоева и Эльмиры Куштовой. Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Московской городской думе Магомед Индиев выразил надежду, что этот проект станет началом плодотворного сотрудничества с нашим регионом, который славится своими талантами. Автор выставки, художник Эльмира Куштова, отметила, что в экспозицию вошли ее работы, выполненные в авторской технике объемной живописи. Эльмира выразила красивую мысль о том, что искусство всегда должно возвышаться над прозой жизни и дарить людям радость бытия.
В России стартовал культурный марафон. Министерство культуры страны проводит очередной этап проекта для школьников, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Темой марафона этого года стала русская классическая культура, литература, музыка и живопись. На сайте проекта будут регулярно размещаться интерактивные задания, видеолекции и конкурсы. Реализация проекта проводится до декабря 2024 года и завершится тематическим тестом для школьников, который подготовит Яндекс.Образование. На этом наша передача подошла к концу. До встречи в эфире Национального. Всего вам самого доброго.